Луиза Зязикова стала участницей заседания наблюдательского совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» с участием президента Владимира Путина. Логопед, дефектолог, коррекционный педагог, клинический психолог отличилась в нескольких конкурсах федерального проекта. Один из них – многопрофильная студенческая олимпиада «Я профессионал». У нас есть скромная участница Луиза Зязикова, тоже один из наших победителей Олимпиады «Я профессионал». Оптимистичная и целеустремленная Луиза Зязикова рушит все стереотипы, связанные со здоровьем. На встречу с президентом она попала после того, как стала победительницей студенческой Олимпиады «Я профессионал» по направлению специальное дефектологическое образование. Девушка поделилась с главой государства своей историей, планами и успехами. Я работаю с детьми с особенностями в развитии, и призовые деньги после Олимпиады я вложила в свой собственный кабинет. Это стало для меня, возможно, маленьким, но очень уверенным первым шагом на пути к реализации мечты. Я стремлюсь открыть центр помощи детям с особенностями в развитии и их семьям, собрать в нем лучших специалистов, которые смогли бы работать сообща и комплексно действительно добиваться результатов. Я стремлюсь к тому, чтобы обязательно дарить веру и надежду в то, что, несмотря ни на какие трудности, все будет хорошо. Так же, как однажды эту надежду подарили мне. Луиза, здорово. И то, что вы выбрали это направление помощи детям с особенностями развития, чрезвычайно важно. Потому что, много раз уже мы об этом говорим всегда. И слава богу, и надо все время это повторять, чем мы внимательнее относимся к таким вопросам и к помощи людям, которые нуждаются в этой помощи, тем эффективнее, благороднее будет наше общество, наша страна. И думаю, что это в математических расчетах специалистов тоже учитывается. И самое главное, конечно, это ваш собственный опыт передавать нужно людям. А именно, не бояться. Не бояться идти вперед, несмотря ни на какие сложности. Логопед, дефектолог, коррекционный педагог, клинический психолог. Луиза открыла свой частный кабинет для детей с особенностями развития. Также работает психологом в колледже сервиса и быта. Она до последнего не верила, что сможет вживую увидеть президента и поделиться с ним своими идеями. Все это для нее было очень волнительным. Ты переживаешь, думаешь, а как сказать, а что, чтобы тебя поняли, чтобы услышали. Конечно, переживаешь. Но потом уже, когда мероприятие началось, когда уже Владимир Владимирович зашел, и мы просто смогли хотя бы увидеть и обменяться парой слов, уже стало понятно, что все будет хорошо, что тебя обязательно услышат и поймут. Уже после выступления Луизы к ней стали подходить организаторы, выражая поддержку и почтение. Речь девушки тронула всех. Мне звонил Алексей Геннадьевич Комиссаров, который рассказал об этом мероприятии, о встрече, пригласил принять участие в ней. И все это время, что мы там находились, он, его заместитель Алексей Агафонов, Антон Сериков, они все очень переживали за нас, готовили. И действительно очень много думали о том, как же пройдет мероприятие и все ли у нас получится. И уже после, когда все закончилось, каждый из них подошел, похвалил, сказал, какая ты молодец. Мне даже рассказали о том, что в онлайн-студии, говорит, половина слушателей у нас, говорит, просто плакала, настолько все это было душевно, по-настоящему. И для меня осознание, что был такой сильный отклик, это, конечно, очень мотивирует и дает тебе понять, что ты делаешь все это не зря и все должно получиться. Луиза Зязикова, несмотря на свой диагноз, миопию первой степени, отличница по жизни. На золотую медаль окончила гимназию Назрани. Затем стала бакалавром Дагестанского педагогического университета, а после магистрантом. Но и этого ей показалось недостаточным, поэтому сейчас девушка учится в аспирантуре и очень благодарна своей наставнице Патимат Амаровой. Это декан моего факультета, и зачастую у нас как бывает, не всегда деканы и студенты так активно взаимодействуют, но для нее всегда было важно именно находиться со студентами, понимать, чего мы хотим, о чем мы думаем. И для меня это действительно человек, который стал гораздо больше в итоге, чем декан. Это и наставник. И уже даже пошли шутки по поводу того, что, возможно, это твоя крестная мама. Но на самом деле это человек, который всегда горел за меня, за мои достижения, переживал и
Мне кажется, ни одних слов не хватит, чтобы выразить то, насколько я ей благодарна. Благодаря настойчивости Патимат Омаровой, будучи на 4-м курсе в 2017 году, Луиза приняла участие в масштабном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс», после чего она уже четко поняла, чем хочет заниматься в этой жизни. Сначала это был отборочный этап в Каспийске, это Республика Дагестан. Затем мы уже выполняли конкурсные задания в Москве. И вот именно эта золотая медаль, она стала началом. И, конечно, хотелось дальше еще где-то участвовать, проверять себя и стремиться расти профессионально. И вот 2019 год, уже Олимпиада «Я профессионал». Снова задание, интерес. И я думаю, вот эта вторая золотая медаль, она уже позволила укрепиться, понять, что я хочу и как вообще хочу работать дальше. В 2018 году девушка почти перестала видеть, не знала, как быть дальше. Однако после сложной операции на глаза в Германии зрение удалось вернуть. Но врачи сказали, еще месяц и ситуацию невозможно было бы исправить. Она грезит желанием создать центр, о котором рассказывала главе государства. Я уже после встречи созванивалась и с организаторами мероприятия, с которыми мы тоже решили, как вообще двигаться дальше, что делать. И сейчас работаем именно над разработкой самого проекта. То есть от и до. Это от размера помещений до того, какое оборудование нам нужно, какое обслуживание. И я надеюсь, что в скором времени этот проект обязательно уже увидит себя в деле. Жизнь Луизы Зязиковой, как и почти 5 миллионов человек, изменилась благодаря конкурсам платформы «Россия – страна возможностей». Они поняли, что их возможности безграничны. Главное – следовать своей мечте. Зильнурхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.